Из 2400 государственных объектов больше половины с паспортами доступности. Все они утверждены и согласованы с общественниками, которые представляют интересы людей с инвалидностью. Еще более 500 объектов в стадии разработки. По оставшимся строениям вопрос пока не решен из-за отсутствия согласования с общественной организацией инвалидов. На самом деле паспортизация у нас идет с 2012 года, то есть в этом году это уже 6 лет. В паспортизации допускаются люди, я не про экспертов, я про тех, кто имеет отношение к объектам, совершенно неподготовленным. Если я вам скажу, что к нам приходят педагоги, психологи, если к нам приходит человек, который просто занимается тем, что охрана, и ему поручили это делать, да? То есть практически сегодня говорить о том, что приходят люди, которые паспорт берут в руки и что-то в нем понимают, наверное, ни о чем. В прошлом году для активизации работы по согласованию паспортов доступности обществу инвалидов Минтруд на конкурсной основе выделил субсидию на проведение паспортизации 110 объектов. По данным региональной организации общества инвалидов, на сегодня ситуация решена по 15. Еще по 6 объектам будут составлены до конца марта, остальные в стадии доработки. Всеобъемлющая деятельность общественных организаций в каждой территории, она вот в этот период не была в таком объеме, в котором, может быть, это было нужно самим органам власти. И мы сегодня это наблюдаем. Поэтому справедливости ради нужно отметить и определенную успешность деятельности органов, потому что в таком объеме начало положено паспортизации без соответствующей поддержки, и, конечно, согласование с общественными организациями, а именно это следует как качество паспорта, конечно, идет очень по-разному, и силами наших общественных организаций эти объемы полностью не разрешить. В целом, доступность объектов для маломобильных граждан растет. За 4 года на эти меры выделено 660 миллионов рублей. На эти средства в республике адаптировано 193 объекта приоритетных сфер жизнедеятельности людей с инвалидностью. Приобретено 20 транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных граждан. Не все учреждения можно одномоментно приспособить под доступную среду, поэтому первоочередная задача – обеспечить доступность получения услуг. Поэтому перед министерствами, ведомствами и муниципалитетами поставлена задача. К концу года во всех подведомственных учреждениях все услуги должны быть доступны для людей с инвалидностью. Работа в этом направлении, как отметила вице-премьер Наталья Михальченкова, должна быть доведена до автоматизма. Татьяна Супряткина, Василий Янин, телеканал Юрган.